На ваш взгляд, можно прожить без мата? Нет, иногда через маты все эмоции выражаются. А вот сейчас у нас вступает в закон в силу о запрете мата в литературе, в произведениях искусства вообще. Ну, литература, это, конечно, там нельзя. Это же наша культура все-таки. Там нельзя использовать Там мат. нельзя, нет. И в А кино? в разговоре приходится иногда. Можно, Можно? но недолго. Конечно, да. Наверное, нет. Вполне, потому что русский язык богатый. Конечно, можно. Вы живете без мата? Нет. Но вы что, смеетесь, что я ненавижу мат? Ну, иногда бывает. Но когда разозлюсь, Жить, конечно, можно, но тяжело. Лучше сказать. И вроде на душе полегче. Прожить, наверное, можно, но иногда вырывается. Без мата прожить можно, я считаю. Это зависит от культуры, от внутренней культуры человека. Я ему сейчас сказал. Можно? А вы можете прожить? Если, ну, это я езжу к родителям, я не матерюсь. Вот. А так вот живу пока, да, вроде да. А к родителям еду, я не матерюсь. Можно, конечно. Вы не материтесь? Пока нет. Сейчас время такое. Я, например, бабка, у меня внучата, у нас вообще в семье никто не ругается. Вот зять у меня, мужчина как бы, он вообще это не приемлет. Прожить, ну, я думаю, это уже коренное, так что это останется. Можно, но никак. Возможно, только надо отучиться от него и все.